оно в буквальном смысле означает «прости меня, о Аллах». И если ты очень часто повторяешь «прости меня, Аллах, прости меня, Аллах, прости меня», истигфар, тебе открываются в этом мире все двери. Я вот просто был удивлен, когда прочитал Хасан аль-Басри, ученый, табиин. Он мальчик, который вырос в доме жен посланника Аллаха. У одной жены была помощница, она родила вот Хасана. И он маленький вот вырос в этой атмосфере жен посланника Аллаха. Они, как и его матеря были, они ему знания давали. То есть потом он великий табиин стал, ученый. И он в Басру потом переехал с Медины и, в общем, там стал великим ученым. Хасан аль-Басри. Пусть Аллах будет им доволен. И вот у него была история. Он ученый, к нему приходят люди с вопросами, и приходит человек и говорит: я бедный, говорит. Я, говорит, бедный, и я хочу разбогатеть. Что мне сделать? И Хасан аль-Басри говорит: проси прощения у Аллаха. То есть он говорит: делай истигфар. И он уходит. Другой человек приходит и говорит: о, шейх, там, у меня детей, говорит, нету, но я хочу детей. И Хасан аль-Басри говорит ему: делай истигфар. И он уходит. Другой человек приходит, говорит: в нашем селении, говорит, засуха. Мы боимся за наш урожай. Что нам делать? Говорит: просите прощения у Аллаха. И он уходит. И 3 человека, получается, пришли. И рядом люди говорят: почему ты одно и то же им говоришь? С разными потребностями, проблемами. И ты говоришь: истигфар делать, истигфар делать. Ну, возможно, этим людям показалось, что он просто там не заморачивался, просто сказал: так делать, так делать, так делать. И тогда Хасан аль-Басри сказал: я ничего не прибавил к Корану. И прочитал, я вам сейчас покажу. Я вам открываю суру Нух, 10-12 аят. И он сказал: я ничего не прибавил к Корану. И прочитал эти аяты. Просите прощения у вашего Господа, ведь Он всепрощающий. Он пошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, и создаст для вас сады, и создаст для вас реки. Прикинь, он просто аятом ответил. Для того, чтобы с неба дожди шли, чтобы имущество у тебя увеличилось, дети появились, и чтобы у тебя все было четко, что? Просите прощения у вашего Господа. Истигфар. Любой у тебя запросы какие-то есть, что ты хочешь, минимум. Утром, после утреннего намаза 100 раз астагфируллах, 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 астагфируллах. После аср намаза 100 раз. Или весь, в течение дня ты 1000 раз, может, поставишь себе цель, да? Но чем больше ты делаешь, и тем больше, я так понимаю, вот этот мир, он для тебя шире становится, вот именно истигфар. И одно из доказательств – это история Ахмада ибн Хамбаля. Знаете же, да? Я быстро расскажу ее. Он пришел в одно селение, хотел заночевать в мечети, и его выгнали с мечети, и он хотел перед мечетью спать, его охранник тоже оттуда сказал. И как раз в это время ночью шел уже пекарь, для того, чтобы уже заготавливать и уже к утру распродать хлеб. И он говорит: пойдем ко мне. И он, получается, его приучил, говорит: спи. И он начинает месить тесто, все эти процессы. И Ахмад ибн Хамбаль смотрит за ним, и он каждый раз, когда каждую булку ложит в печь, он говорит: астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Но он же ученый, он же понимает, какая сила истигфара. И он ему говорит, подходит и говорит: я заметил за тобой, ты очень часто говоришь истигфар, говорит. Наверное, Всевышний, говорит, на все твои дуа ответил. Он говорит: да, говорит. Я вот то, что просил у Аллаха, он говорит, на все ответил, говорит. Все мне дал, говорит. Только один дуа, говорит, не ответил, говорит. Какой, говорит, дуа? Вот есть, говорит, такой ученый, Ахмад ибн Хамбаль. Я, говорит, вот хотел с ним, говорит, увидеться. Это его был дуа, представляешь? И он говорит: сила твоего истигфара, говорит,
взяла меня за шкирку и вот перед тобой бросила. Говорит, вот ягод охоты. Представляешь? Поэтому я вот советую истихфар. Просите прощения у Аллаха часто. Не только за грехи, даже за то, что вот после намаза мы говорим астагфируллах, астагфируллах, потому что мы не совершенным образом это совершаем. Не так, как Аллах заслуживает. И любое благодеяние сделал, тоже астагфируллах делай. Потому что ты его не сделал так, как Аллах этого заслуживает. И может быть какие-то намерения другие у тебя были, может ты неискренне сделал, может быть ты ленился, может ты думал о другом, о чем-то. То есть везде же есть недочеты, и это все исправляет истихфар. Вот такой совет.